Добрый день! Наша Усалданская центральная библиотека имени Сергея Степановича Васильева-Барагонского стартует Всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга». Итак, начинаем! Здравствуйте. Идет всероссийская акция «Бегущая книга», и у нас будет к вам вопрос. Какие вы книги любите читать и почему? Пожалуйста. Короткий такой ответ. Да. Это по телевидению, что ли? Да. Ну как какие? Я сам журналист, следователь журналиста в России. У меня тема такая, далекие близкие, чувские народности. Передача у меня около 10 лет уже шло, более 100 передач вышло в эфир через НБК Саха, да? И поэтому я очень интересуюсь со школьных лет еще историческими книгами. Бывало за день, за ночь одну книгу прочитал. И мне, конечно, про происхождение нашего народа, про историю нашего улуса, наследия, это очень интересная тема. К сожалению, на эту тему очень мало уделяется времени в школах, да, поэтому дети не знают. И у меня появилась вот такая идея, и я создал программу, да, и в связи с этим вот езжу по чуждым странам и пишу о них, показываю, рассказываю детям. Спасибо. И у нас к вам будет маленький такой презент. Спасибо. Здравствуйте, девушки. У нас идет акция «Бегущая книга». И, пожалуйста, ответьте нам наши вопросы. Какая книга из последних прочитанных вами понравилась вам больше всего? И почему? Из последних прочитанных книг мне очень понравилась книга Робина Маккинли «Корона героев», потому что у него очень интересный сюжет. Также очень приятно то, что автор смог создать нечто новое в уже раскрученном классическом сюжете. Спасибо. А вам? Мне очень понравилась книга «Садик без головы» Майна Рида. Это уже мировая классика и бестселлер. Я понимаю людей, которые говорят, что это лучшая книга, которые не читали, потому что, как сказала Элита, автор смог передать эту энергетику. Спасибо, девочки. И мы вам дарим наши книги. Спасибо. Спасибо за участие. Мы участвуем в акции «Бегущая книга». И хотим вам задать вопрос. Какую книгу вы читаете сейчас? В настоящее время я читаю книгу Егора Андросова «Русский». Что можете сказать о ней? В данной книге описывается деятельность первой якутской интеллигенции из рода знаменитых Арусинов. Здравствуйте. Ой, идет всероссийская акция по всей России, и мы, работники библиотеки, хотели бы вам задать вопрос. Сможете ответить? Что вы можете сказать о Василии Васильевиче? Ой, извините. Прежде чем ответить на ваш вопрос, я бы хотела поздравить вас и всех работников Улусной библиотеки имени Сергея Степановича Васильева-Барагонского с Днем библиотеки в России. И с 95-летием создания первой библиотеки в нашем Улусе. Спасибо большое. Насчет Никифорова. Вот имя сейчас Никифорова Василия Васильевича Кулемир известно во всей республике и за ее пределами. Он яркий представитель первого поколения якутской национальной интеллигенции, видный общественный, государственный деятель. Масштабная и многогранная просветительская деятельность Никифорова Василия Васильевича
Крюмнир. Он является одним из основоположников якутской национальной литературы, национального театра, печати. Он издатель, ученый, краевед. Он был еще председателем Якутской областной земской управы. Дальше был заведующим. За участие в нашей акции. И мы вам дарим нашу книгу. Ой, спасибо большое вам. Успехов вам, девочки. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас идет акция «Бегущая книга». Ответьте на вопрос. Назовите поэт из нашего вуза, народного поэта. Народный поэт. Это наш земляк Иван Васильевич Мигалкин. Правильно. Спасибо. С Днем библиотеки. Поздравляю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас идет российская акция «Бегущая книга», и мы хотим вам задать вопрос. Назовите, пожалуйста, героический эпос народа Саха. Героический эпос народов Саха – это Лохо. Правильно. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Участвуйте, пожалуйста, в нашей акции. Вы можете нам прочитать отрывок из произведения Александра Сергеевича Пушкина. Могу? Да, пожалуйста. Я к вам пишу, чего же боли, что я могу еще сказать? Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали б никогда, когда б надежду я имела, хоть редко, хоть в неделю раз, в деревне нашей видеть вас, чтоб только слышать ваши речи, вам словом молвить и потом все думать об одном и день, и ночь до новой встречи. Но, говорят, вы нелюдим, в глуши, в деревне все вам скучно, а ничем мы не блестим, хоть вам и рады простодушно. Зачем вы посетили нас, в глуши забытого селения? Я никогда не знала бы вас, не знала бы горького мучения, души неопытное волнение, смирив со временем, как знать. По сердцу я нашла бы друга, была бы верная супруга и добродетельная мать. Спасибо большое. И в знак участия в нашей акции мы дарим вам книгу.